Все офисы многофункциональных центров республики начали прием документов на единовременную социальную выплату 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Не только верный друг человека, но и надежный партнер. 21 июня – День кинологических подразделений МВД России. Война до полного уничтожения без победивших и проигравших. В прокат выходит новая часть фильма «Трансформеры». Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. С этой недели в Башкортостане все офисы многофункциональных центров начали прием документов на единовременную социальную выплату 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка на улучшение жилищных условий. Ранее заявления от молодых семей на предоставление выплаты принимались лишь в Уфе в Госкомитете по строительству и архитектуре Республики Башкортостан, что создавало дополнительные неудобства для жителей отдаленных уголков республики. Подробности в материале Евдокии Титаренко. Подать документы на получение единовременной выплаты в 300 тысяч рублей имеет право семья, члены которой являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Республики Башкортостан. Также одним из важных условий является факт рождения первого ребенка в период с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года. Возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не должен превышать 35 лет. Помимо всего прочего, семья, предоставляющая документы на социальную помощь, должна нуждаться в жилом помещении. Претенденты на получение социальной выплаты вправе подать заявление и документы в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Распорядиться денежными средствами можно по 3 целям. Первая цель – это реализация социальной выплаты на оплату приобретаемого строящего жилого помещения. Вторая цель – реализация социальной выплаты для строительства индивидуального жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства индивидуального жилого дома. И третья цель – это реализация социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по кредитному ипотечному договору, договору займа на приобретение жилого помещения. Свидетельство о предоставлении единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка выдается в случае положительного решения в уведомлении. Получить подробную консультацию, уточнить полный пакет документов, исходя из жизненной ситуации, можно непосредственно в офисе учреждения и по телефону центра МФЦ «Мои документы». Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Сегодня, 21 июня, отмечается День кинологических подразделений МВД России. Умные помощники не раз выручали своих старших товарищей. И зачастую именно от способности собаки и кинолога зависит успешный итог той или иной операции. О четвероногих друзьях, которые вместе с сибайскими полицейскими несут нелегкую службу, расскажет Лиана Кириллова. Сибайский автовокзал. Ежедневно здесь проходят сотни людей и отправляются десятки рейсов. В потоке людей встречаются разные – мирные и шумные, добропорядочные и подозрительные. Обеспечить общественный порядок и не допустить совершения преступлений и правонарушений – задача полицейского кинолога Сергея Зуева и его верной напарницы Авроры. Немецкой овчарке осенью исполнится 4 года. И она – одна из самых опытных собак в питомнике отдела МВД России по городу Сибай. Мы работаем с моей напарницей уже с 2015 года. У нас общий профиль розыск собак, розыск преступников. Мы можем обыск местности делать на отыскание запахового следа, на отыскание вещей. Допустим, преступник потерял какие-то или бежит, сумку украл, вещи выбрасывает из сумки, кошелек, допустим, ищет. Мы можем найти эти вещи. Потом выборку вещи мы можем сделать. Допустим, из каких-то вещей мы можем найти преступника. Занюхиваем и ищем человека. Потом выборка человека можем сделать. Также встаются в ряд преступники, фигуранты, и ищем преступника по запаху. Каждая собака перед поступлением на службу в полицию проходит специальное обучение. За плечами Авроры и ее хозяина, старшего сержанта Зуева, учеба в школе по подготовке специалистов-кинологов Министерства внутренних дел Российской Федерации в Ляхово и 40-дневное повышение квалификации в зональном центре кинологической службы в Уфе. За 2 года службы в полиции Аврора неоднократно помогала в раскрытии преступлений.
Собака – это не только друг человека, но и надежный партнер. В России это поняли еще в начале 20 века, когда первые легавы поступили на службу в органы внутренних дел. Собачий нюх в 1000 раз сильнее человеческого, и поэтому кинологическую службу не заменят никакие современные электронные средства. На сегодняшний день в питомнике отдела МВД России по городу Сибай находится 8 собак. Среди них немецкие и бельгийская овчарка, лабрадор, русский спаниель. Кстати, кличка последней – Ягоза, и она самая старшая служебная собака. Ее трудовой стаж – 9 лет. Хотя обычно на заслуженный отдых собаки уходят после 8 лет службы. Из 8 3 четвероногих пока к работе не приступили. В скором времени им предстоит поехать на обучение вместе со своими закрепленными кинологами. Для того, чтобы поставить собаку, допустим, на след для розыска преступника, все начинается самое это муторное дело, это приучить собаку ходить по следу. Обычно поощряют собаку апортировочным предметом, допустим, мячиком или колбасой. Ну, мы вот поощряем колбасой, допустим, я. Помощник, стой! Стой! Сидеть! У каждой собаки свой профиль. Это розыск людей и предметов, обнаружение взрывчатых и наркотических веществ. Тренировки для своих воспитанников кинологи проводят ежедневно. Это помогает всегда находиться в тонусе и быть готовыми в любой момент выехать на место происшествия. Лиана Кириллова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова для службы новостей. И еще о новостях полиции. Накануне состоялось организационное заседание нового состава Общественного совета при отделе МВД России по городу Сибай. Напомним, он является своеобразным мостом между населением и органами внутренних дел. На заседании были избраны новые представители Общественного совета, назначены председатель и его заместитель. Общественные советы при МВД России были созданы в 2011 году, и их сразу назвали эффективной площадкой для конструктивного диалога с общественностью, осуществления обратной связи МВД с населением и гражданского контроля над деятельностью органов внутренних дел. В состав Общественного совета входят люди, которые имеют значительный жизненный опыт и заслуженный авторитет. Это известные правозащитники, видные деятели образования, науки и искусства, представители традиционных религиозных конфессий и средств массовой информации. При отделе МВД России по городу Сибай Общественный совет был создан 5 лет назад. Мы проводим общественный совет. Везде мы участвуем. С детьми общаемся, правила дорожного движения, пожарной безопасности, с ветеранами. Были мы у ветеранов МВД, инвалидов МВД, в домах, чем-то помогали, встречались. Там много вопросов. Все жизненные вопросы у нас тоже возникают. Мы все эти вопросы решать по силе возможности помогали. По закону теперь срок действия Общественного совета четко регламентирован и составляет 3 года. Поэтому на организационном заседании были избраны новые представители совещательного органа, куда вошли около 10 человек, представляющих самые разные сферы города. Председателем Общественного совета при отделе МВД России по городу Сибай единогласно избран директор Сибайской студии телерадиовещания Артур Камилович Умедбаев. Заместителем стала известная в городе правозащитница Минза Искужевна Латипова. Ну, вообще работа Общественного совета будет строиться на том, чтобы проводить пропаганду среди подрастающего поколения о правопорядке, правилах дорожного движения. Естественно, будем принимать людей, как мы сегодня на заседании договорились о том, что мы будем раз в месяц принимать граждан с личными вопросами. То есть взаимодействие структуры МВД и населения нашего города. Общественный совет при отделе МВД России по городу Сибай состоит из 5 рабочих групп, каждая из которых курирует свое направление. Это профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, обеспечение безопасности дорожного движения, взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой информации, повышение уровня духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания сотрудников полиции, содействие соблюдению прав человека в деятельности органов внутренних дел. В ближайшее время новый состав Общественного совета будет распределен по всем этим направлениям, и начнется уже активная работа. Лиана Кириллова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова для службы новостей.
Уже завтра, 22 июня, вся страна будет отмечать День памяти и скорби. У обелиска «Вечный огонь» состоится памятный митинг. Тем временем все меньше становятся ветераны Великой Отечественной войны. Некоторым из них уже по 90 и более лет. В связи со знаменательными юбилеями поколение победителей получает персональное поздравление от президента страны. Накануне такое поздравление было вручено Магикамал Гумеровне Якшибаевой, которой 20 июня исполнилось 90 лет. Магикамал Гумеровна Якшибаева родилась 20 июня 1927 года в селе Тимясово Баймакского района. В 14-летнем возрасте она вместе со своими родными проводила на войну отца, который погиб спустя год под Харьковом. В столь юном возрасте Магикамал Гумеровна уже познала, что такое смерть близких, голод и тяжелая физическая работа. За многолетний добросовестный труд ветеран Великой Отечественной войны была награждена многочисленными медалями. В 2016 году Магикамал Гумеровна получила уютную светлую квартиру в новом доме по улице Островского. А в свой 90-летний юбилей неожиданно получила и еще один приятный сюрприз – персональное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, который отметил, что Магикамал Гумеровна принадлежит к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тут фундамент, который служит нам и сегодня. В свою очередь, ветеран поблагодарила всех за оказанное внимание. И к новостям кино. В кинотеатре «Атмосфера» открыта предварительная продажа билетов на долгожданный фильм «Трансформеры. Последний рыцарь». Премьера состоится завтра, 22 июня. Напомним, «Трансформеры. Последний рыцарь» – американский научно-фантастический боевик, 5-я часть из серии фильмов о трансформерах. Все началось с легенды, величайшей из всех. 1000 лет мы скрывали ее, чтобы защитить Землю от ужасного будущего. Оптимус Прайм, ты уничтожил свой дом. Готов искупить свою вину? Я готов, Создатель. Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира теперь на плечах разношерстной компании. Выживет только один мир. Или их, или наш. Новый фильм «Трансформеры. Последний рыцарь» переносит нас в далекое будущее, в котором по странному стечению обстоятельств воюют на мечах, и за них же, к удивлению, возьмутся и трансформеры. Человечество также не теряло времени даром, и им становится известно, что история появления трансформеров на их родной планете исчисляется столетиями, о чем они не могли ранее даже догадываться, ведь правда была известна лишь горстке избранных. Выяснилось, что роботы уже давно принимают активное участие в развитии и становлении человеческой расы. Очень скоро на планете разгорится новая битва, в которой не будет никаких правил. И те, кого раньше считали друзьями, станут на путь предательства, а враги окажутся союзниками. Это будет сражение, в котором не станет победивших и проигравших. Это будет война до полного уничтожения. Спасут его от гибели. Нам не победить. Мы не бросим Прайма, ясно? Я хочу остаться и сражаться. Чтобы жил мой мир. В фильме «Трансформеры 5. Последний рыцарь» мы снова увидим героев, знакомых нам из предыдущих частей: Оптимуса Прайма, Марка Уолберга, Лору Хедек, Джоша Дюамеля, Изабеллу Манер и других. Продюсеры готовят к выпуску еще около 15 новых фильмов про трансформеров. Даты выхода ближайших известны. Фильм «Трансформеры 6» ориентировочно выйдет в прокат 8 июня 2018 года. Ну а 5-ю часть знаменитой ленты сибайцы смогут посмотреть уже завтра. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего доброго и берегите себя.